I would like to give the floor to Mr. Ahmed Zakayev, Prime Minister. Floor is yours. First of all, I would like to organize our meeting today. Thank you to all the participants of this event. Before I start my speech, I have some kind of obligation. I have a letter from our friends from Lithuania, and this letter on Russian, and I have to read it on Russian. Участникам встречи по проблемам Чечении в Брюсселе. С почтением и уважением можно оценить инициативу польских европарламентариев организовать встречу по обсуждению проблемы свободы Чечении. Это еще раз подтверждает, что политики Польши, будучи патриотами своей страны, этот святой гуманитарный принцип понимают и признают и для чеченского народа. Уже в период Первой войны России против Чечении в 1994 году польские парламентарии выступили с протестом против агрессии России и помогали чеченским беженцам. Было бы желательно искать возможности по постоянному обсуждению проблемы Чечении на международном уровне наряду с агрессией России в Украине и Грузии. Потому что это есть проблема одного уровня. Россия официально признала независимость Чеченской Республики Ичкерия, подписав мирный договор с Чеченией 12 мая 1997 году за подписью президентов Бориса Ельцина и Аслана Масхадова. И Россия до сих пор этот договор не отменила. Договоры должны соблюдаться, что является основополагающим принципом международного права. Международное право стоит на стороне Чечении. Было бы желательно найти возможности для осуществления различной моральной и информационной помощи совместно с европейской диаспорой чеченцев для населения Чечении, чтобы чеченцы не чувствовали себя брошенными и забытыми. Успехов вам в вашем благородном деле. Генеральный секретарь Эльвидис Эндрюкайтис, секретарь международной группы парламентариев по проблемам Чечении, сигнатор акта независимости Литовской Республики от 11 марта 1990 года, бывший член Сейма Литвы. Дорогие друзья, я также, наверное, пользуюсь случаем, что у нас очень хорошие профессиональные переводчики. Свой доклад сделаю тоже на русском языке. Это немного сэкономит наше время. Начну с представления. Я являюсь премьер-министром Чеченской Республики Ичкерия. В прессе нас часто называют правительством в изгнании. Это исключительное явление для современных политических реалий, хотя в годы Второй мировой войны на Западе было много правительств в изгнании. Поначалу это были правительства тех стран, которые оказались под оккупацией германских нацистов. А в последующем, после окончания войны, правительство в изгнании, число правительств в изгнании не сократилось, а увеличилось. Но в этом случае уже были правительства восточноевропейских стран, которые оказались под советской оккупацией. Теперь хочу немного освежить нашу память по событиям, и на это меня натолкнуло то, что мой друг Юрий Фельштинский сказал о том, что Чечения являлась частью России перед началом первой российско-чеченской кампании. Это немного не соответствует действительности. Чечня после распада СССР не являлась частью России и не частью Советского Союза. Дело в том, что после распада СССР первая Россия и Чечня разделила постсоветское имущество. Я имею в виду военное имущество. Россия, официально договорившись с Чеченской Республикой, вывела российские войска, оставив часть вооружения на территории Чеченской Республики. В 1992 году Чеченская Республика приняла собственную конституцию на год раньше, чем сделала это Россия. И Чеченская Республика не подписала федеративный договор с Россией в 1992 году. Потом
Ельцин под названием, так называемым, наведение конституционного порядка начал первую военную кампанию. Но она завершилась с позором для России и российской армии. Российские войска были выведены из Чеченской республики, и в 1997 году под эгидой ОБСЕ на основании нашей Конституции от 1992 года мы провели выборы. И эти выборы были признаны и международным сообществом в лице и Совета Европы, Парламентской ассамблеи, и ОБСЕ, которые непосредственно под их эгидой эти выборы были проведены. В последующем процесс установления нормальных взаимоотношений с Россией продолжался. В 1997 году, 12 мая, был подписан договор о мире. И первым пунктом в этом договоре было сказано: высокие договаривающиеся стороны, подписывая данный документ, отказываются от применения силы и от угрозы применения силы. Второй пункт гласил о том, что в дальнейшем Чеченская республика Ичкерия и Российская Федерация Россия будут строить свои взаимоотношения на основе принципов, норм международного права. Этот документ сегодня можно найти и поднять. После этого были подписаны ряд соглашений на основе этого договора между нашими прокуратурами, между Министерством внутренних дел и Министерством внутренних дел Чеченской республики. Также было в 1997 году подписан очень важный документ, трехсторонний договор о транспортировке бакинской нефти. Этот договор был подписан в Баку между тремя сторонами: Россия, Чечения и Азербайджан. Это вот те доказательства о том, что на период, когда начиналась вторая военная кампания, Чечня была де юре и де факто независимым государством, признанным не только Российской Федерацией, но и международным сообществом в лице ОБСЕ. Поэтому, мне кажется, прежде чем мы должны найти решение этой проблемы, нам нужно сначала установить причины этого конфликта. А причина одна в том, что чеченский фактор многие годы и в бытность СССР, и в последующем в России использовался как разменная карта для внутриполитических преобразований. И начало второй военной кампании, приход к власти Путина, это ознаменовалось как операция преемник. То есть после Ельцина должен был прийти к власти человек. Об этом уже очень хорошо сказали и Юрий Флештинский, и Дэвид Саттер, я не буду повторяться. Но, возвращаясь к сегодняшней нашей теме, поводом нашей сегодняшней встречи является конференция, посвященная 20-й годовщине начала Второй российско-чеченской войны. По статистическим данным международных правозащитных организаций, с начала 1994 года, с начала первой военной кампании, в Чечне убито 250 тысяч только гражданского населения. Более 40 тысяч из них дети в возрасте до 12 лет. 20 тысяч пропавших без вести. Более 300 тысяч чеченцев были вынуждены покинуть свою родину. Также до сих пор в российских лагерях, ставших для чеченцев поистине лагерями смерти, томятся, по оценкам, опять-таки, правозащитных организаций, от 25 до 26 тысяч наших соотечественников и соотечественниц. Также жертвами этой войны стали мирные граждане России, погибшие в результате взрывов домов в Буйнакске, Волгодонске, в Москве в 1999 году, о чем только что говорил Дэвид Саттер. Также во время захвата на Нуровке в 2002 году и в дни чудовищного теракта в Беслане с захватом школы в 2004 году. Я перечислил только громкие теракты, которые унесли сотни человеческих жизней. Методы, использованные российскими военными в Чечне, являются доказательством того, что эта война была не борьба с международным терроризмом, как декларировалась кремлевской пропагандой, а коллективное наказание чеченского народа за его стремление к свободе и независимости. В многочисленных докладах Парламентской ассамблеи Совета Европы было отмечено, что Россия, развязав войну в Чечне, нарушила устав Совета Европы. Россия также нарушила статью 48 первого дополнительного протокола к Женевским конвенциям.
статью 3, 4 Женевской, статью 7 Международного уголовного суда. Но несмотря на все это, руководители ведущих западных стран стали называть преступную войну в Чечне внутренним делом России. И как следствие, в последующем, все международное сообщество стало рассматривать российско-чеченский конфликт как внутреннее дело России. По моему глубокому убеждению, это было не только политической ошибкой, но и противоречило основным принципам международного права. Проблема в том, что именно по этой причине преступления, совершенные в Чечне против гражданского населения, остаются безнаказанными. А это стимулирует Россию на дальнейшие нарушения прав человека. К примеру, в 2006 году Путин подписал 2 закона. В соответствии с первым законом, любой человек, который критикует существующий режим и проявляет несогласие с политической властью, приравнивался в соответствии с этим законом к экстремисту. И второй, и объявлялся врагом российского государства. А второй закон обязывает российские спецслужбы ликвидировать врагов государства как в самой России, так и за рубежом. С этого времени российскими спецслужбами совершили 2 десятка политических убийств как на территории России, так и за рубежом. Это не моя фантазия, это проведены соответствующие расследования в тех странах, где это было совершено и доказано участие российских спецслужб в этих операциях. Вернее, в этих преступлениях, терактах, совершенных на чужой территории. В 2003 году Путин подписал еще один закон, который позволяет наказание семей и родственников, подозреваемых в терроризме. Этим самым Путин легализовал практику коллективного наказания. В Чечне были сожжены десятки домовладений за то, что хозяева этих домов и их семьи являлись близкими родственниками бойцов чеченского сопротивления. Используя систему заложничества, когда за сопротивление российской агрессии или произволу кадыровских формирований террору подвергаются семьи и близкие родственники чеченских патриотов. И именно на этой террористической системе и держится все эти годы оккупационный режим Чеченской Республики, установленный Путиным. Между тем, на сегодняшний день в республике 80% безработных. Отток населения из республики продолжается, об этом хорошо известно всем европейским миграционным службам, к которым обращаются каждый день беженцы из Чечни. Также об этом свидетельствует и то, что в многоэтажках, построенных в Грозном, никто не живет. Это особенно заметно по ночам. Дома стоят без света в окнах и напоминают надгробные могилы, надгробные памятники жертвам войны. И, к сожалению, тенденции улучшения ситуации нет и не будет до тех пор, пока в России сохраняется путинский режим. Исходя из последних заявлений Путина, он не намерен уступать кому-либо власть до конца своей жизни. Российские политические аналитики проводят аналогию путинской России со временем правления одного из последних генеральных секретарей Леонида Ильича Брежнева, которая вошла в историю как период застоя. Путин лучше всех понимает пагубность этого явления, но при этом он не может уступить власть даже такому проверенному, перепроверенному, доверенному лицу, как Дмитрий Медведев. На мой взгляд, основная причина этого – желание Путина уйти от ответственности за военные преступления в Чечне и массовые убийства в самой России. Я имею в виду взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске 1999 года. В России существовало и существует мнение, что за этим преступлением стоят путинские спецслужбы. И это мнение утвердилось, как сказал Давид Саттер, после неудачной попытки взорвать дом в Рязани. Хочу напомнить, все, кто проводили расследование по этому делу, были убиты. Генерал Александр Лебедь, заявивший в Париже в 2000 году, что мы скоро узнаем, что за этими взрывами стоят российские спецслужбы, погиб в 2002 году в крушении вертолета, причины которого до сих пор не установлены.
Депутат Государственной Думы России Сергей Юшенков, который руководил расследованием по взрыву домов и заявивший в Конгрессе США, что за этими террористическими акциями стоят российские спецслужбы, был застрелен в Москве в 2003 В том же году от неизвестного яда погиб другой депутат Госдумы Юрий Щекочихин, который тоже являлся членом этой независимой комиссии от парламента по расследованию этих взрывов. Убийство экс-президента Чореи Зелимхана Яндербиева, президента Чореи Аслана Масхадова, убийство журналиста Анны Политковской в Москве, убийство Александра Литвиненко в Лондоне с использованием радиоактивного вещества, убийство Натальи Астамировой, убийство Астрии Умара Исраилова, убийство в Стамбуле нашего почетного консула Медет Анлу, убийство Бориса Немцова, недавнее убийство в Берлине Зелимхана Хангашвили. Все это является государственным террором. И за этим террором стоит российские спецслужбы, и, естественно, ответственность за все это несет как верховный главнокомандующий вооруженными и силовыми структурами России Владимир Путин. И это президент России. Единственная возможность уйти от наказания за все эти преступления – это сохранить за собой иммунитет неприкосновенности, который гарантирован первому лицу государства. Именно это является главной причиной того, что Путин хочет остаться у власти до конца своей жизни. Возвращаясь к чеченскому вопросу, хочу отметить, что то, что мы сегодня наблюдаем в Чечне, строительство небоскребов и стадионов, это тоже попытка ликвидировать следы военных преступлений. Город Грозный был разрушен на 80%. Десятки населенных пунктов были уничтожены, стерты с лица земли в результате ковровой бомбардировки. В Чечне были проведены этнические зачистки. И за всем этим была разрушена полностью вся промышленная, культурная и социальная инфраструктура. До Первой войны в Чечне были десятка заводов и фабрик. Несколько заводов были построены в бытность СССР, и они имели статус союзного значения. Также в Чеченской республике, в Грозном, функционировали 5 театров, 3 музея. Самая большая картинная галерея на Северном Кавказе, где хранились шедевры известных художников, библиотеки с многомиллионными книжными фондами, ценные историческое и культурный архив. Это все уничтожено и не подлежит восстановлению. На протяжении многих лет чеченцы добиваются независимого расследования военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Чеченской Республики. Правительство Чеченской Республики в изгнании за рубежом проводило множество мероприятий в попытках привлечь внимание к чеченской трагедии международного сообщества. В прошлые 2 года мы провели несколько маршев мира по всей Европе. И эти участники марша проходили через 15 стран, членов Европейского Союза. В столицах этих городов мы проводили пикеты, организовывали экспозиции, выставки, фотовыставки жертв этой войны. И в столицах каждой страны перед национальными парламентами проводились также пикеты и передавались петиции с требованиями, чтобы эти парламенты поддержали участников марша, чтобы поддержать призыв к Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ. Первое. Рассмотреть чеченский вопрос с позиции принципов и норм международного права. Второе. Создать международную независимую комиссию для расследования военных преступлений, совершенных Россией против чеченского народа. Третье. По результатам расследования привлечь ответственности виновников этих преступлений. В прошлом году мы передали в Гаагский трибунал также ходатайство о возбуждении уголовного дела против президента России и других военных преступников и политических деятелей, совершивших преступления против чеченского народа. Ввиду того, что Чеченская Республика сегодня находится под оккупацией, нам это
обстоятельство не позволяет правительству Чеченской Республики Вьетнам подать заявление в Международный суд в установленном порядке. Но в целях не допустить опасного прецедента безнаказанности для военных преступников и восстановления исторической справедливости, мы попросили Гаагский трибунал использовать допустимую для Международного уголовного суда универсальную юрисдикцию и изыскать возможность расследования данного дела по методу proprio motu на основании статьи 15 статута Международного уголовного суда. Может, кому-то кажется, что чеченская тема отошла на второй, третий план в связи с событиями в мире, в Украине, которые затрагивают, и в частности в Украине, которые затрагивают геополитические интересы европейского сообщества. Но я убежден в том, что оккупация грузинских территорий в 2008 году и сегодняшние события и в Сирии, и в Украине мы не можем рассматривать вне контекста событий, начавшихся в Чеченской Республике 20 лет назад. Отсутствие каких-либо последствий из-за российско-чеченской войны привело к усилению режима Путина, что и стимулировало Россию к вторжению в Грузию и Украину. Сегодня путинская Россия без преувеличения представляет угрозу для безопасности всего международного сообщества. Путин давно уже перестал быть исключительно чеченской проблемой. Я глубоко убежден в том, что только призвав Путина к ответу за те чудовищные преступления, которые совершены российской военщиной против чеченского народа, можно остановить агрессивные действия России в остальной части Европы. Спасибо большое за внимание. Господин премьер